Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Вы батюшка? Матушка. А, вы матушка? Да. Хочешь, я сиськой покормлю? Ой, не надо, пожалуйста. Ну, давай сосочек. Нет. Губки нет. купи давай. Я крещеный человек. И крест есть на груди. Что? Крестик есть на груди? Есть. И на шнурочке, на кожаном. Конечно. Врешь, что все, спишь в этом бачке. Я ж вижу, что на цепочке. А? Ну, на цепочке, сейчас вижу, что ты врешь, что на ровном месте. А, ну на цепочке, на шнурочке, какая разница? Где-то ты сегодня, где-то тебя уже сегодня пинали, где-то тебя видел. Что, меня что? Где-то видел тебя сегодня. Не могу вспомнить, у кого ты был. У Дональда, Кого? по-моему, да, ребят? А? Да не важно. Ну, о чем хотел пообщаться-то? У кого я был? Мгм. Да. Я ж такая знаменитая личность. Да нет, просто я со многими блогерами общаюсь. Да. Ну, я, слава богу, не блогер, поэтому... Почему, слава богу. Да зачем мне это? Позориться. А что значит позориться? Ну, обычно сейчас современные блогеры это чисто такие позорники. Да ладно. А это кто? Ну-ка, назовите мне. Позорных блогеров. Да хватает у вас позорных У нас это блогеров. где? Ну, в России, я ж так понимаю, вы ж с России. Я с Якутии. Якутия это ж Россия, да? Часть Монголии. Что? Опять? А? Уже часть Монголии. Уже часть Монголии? Ну да. С каких это пор? Ну вот, с 25 февраля. Мы же когда начали эту часть Украины себе хапать. Они приходят, говорят, ребята, давайте, чтобы это карту-то глобально не менять. Вы Украину забирайте. Ведь чему вам подсобим? Бурятами, монголами. А мы часть Якутии себе заберем. Ага. Южной. Мы И говорим, что, ну ладно. Россия так просто взяла, отдала Якутию Монголии? Ну конечно. Мы же вам отдавали Крым когда-то. Логично. Не правда ли? Просто так. Попользоваться. А вы его изгадили. А мы его изгадили? Ну естественно. Каким образом? Ну вы там ни хера вообще не делали. Как вышли из СССР, так и все. И Артек загнил, и все, ни хера. Ни дорог не было. Россия пришла за 3 года, 4 моста. Бах. Дороги, Вау. Таврида. Пух, пошло, поехало. Вау. Поразительно. А вы где проживаете на территории Украины, просто интересно? Ну, я родом с Донецкой области вообще. А я не спросил про род. Я спросил, где вы сейчас проживаете. В Киеве. Ну, опять, вы с русской земли на русскую землю переехали? Что, с русской земли куда? На русскую землю, в Киев. А почему на русскую Ну, землю? потому что Россия выкупила Киев. Выкупила? Да, у Польши. В 1868 году за 3 подвода серебром. Купчая в Кремле до сих пор лежит. Вау. Какие познания в истории. А вы не знали, что ли? Поразительно, просто поразительно. 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 Ну, что поразительно. Я просто... Меня-то учили в советской школе. Историю хорошо преподавали, поэтому ничего поразительного там нет. Да я заметил. А скажите как мне, хорошо пожалуйста, историю год преподавали. крещения Украины, какой именно? Ты что, больной или ударился? Год крещения Украины. Мгм. У Украины не было в тот момент, когда ее крестили. Такого Когда понятия. ее крестили, ее не было, это как? Ну, это не А называлось Украина Украиной. когда появилась-то вообще, как государство? Вы же историк. Вам, наверное... Я не нужно- историк, я Нет. автомеханик. А, вы автомеханик? Мгм. Ну, в истории ж хорошо разбираетесь. Явно Ну, лучше, так, чем как, я. ну, на уровне школьных знаний, скажем так. Ага. Да, Мгм. я заметил. Ну. Так когда Украина появилась как государство? Давайте проще вопрос задам. Современная Украина, вы Не, имеете в виду? древняя. Древняя? Да.
Ну, в 1900 там каком-то, когда левый берег и правый берег Чего? Левый берег, правый объединился. берег чего? Днепра. Днепра. Ну да. Объединился в 1900 там каком-то. Ну, в Вот каком? стало вот это ж УНР. Что стало? Украинская Народная Республика. Ага, а до Но этого это, что было? но это не древнее, конечно. Ну, до этого Запорожское казачество. Мой, подожди, Запорожское казачество, там Екатерина II не вмешалась никак. Нет, а при чем тут кто мешался? Я говорю за Ладно, я формирование. понял. Ну, А когда как бы, появилась национальность украинец? когда появилась национальность украинец? Да. Да я не знаю, ну еще до казачества, наверное. Это примерно какой? 18 век Ну, какой? Богдан Хмельницкий жил... Богдан родился в Хмельницкий вообще был гетьманом, он еще кошмарил тогда поляк. Поляки ему еще этого не забудут, кстати, да. Так при чем тут это, ну, так это запорожское казачество. Ну смотрите, это какой был? 1800 или какой год? Какой 1800? Богдан Хмельницкий родился в 1595 году. Умер в 1628. И кем он был? Кем он был? Угу. Гетьманом запорожским. А Запорожье это что было? Страна или что? Государство? Нет, я же еще раз повторяю, это называется запорожское казачество. Но это что было? Это территориальная община, которую населяли запорожские казаки. Но это было окраина Российской империи, правильно? Ну, на тот момент еще не было Российской Как это империи. не было Российской империи? Ну, вот так это не Ну, было как Российской империи. Потому что запорожское казачество началось еще задолго до Российской. Ну, где можно прочитать национальность украинец? В каком документе, какого года? Датированный каким годом? Ну, ваш вопрос, он немножко, как сказать? Ну вот вам надо смотрите, немножко давайте поднимем, допустим. специфицировать свой вопрос Ну, немножко. давайте Он слишком поднимем. общий. Хорошо, давайте поднимем перепись города Киев. Это же украинский город был. Ну, За 1806 год. Там нет такой национальности. за 1806 год? Да. Ну, перепись населения была в городе Киев. Там не было украинцев. Ну, это надо читать в интернете, как я могу сейчас. Я вам, можете мне поверить на слово. Да не, я Там с были вами на слово не малороссы, верю. великороссы, белорусы, греки, армяне. Не, я И пошло россиянам по- на слово не верю. Мы уже вас- Будапештский меморандум у с вас вами есть второй? подписывали. У вас, Поверили у вам вас на есть слово. второй интернет? Второй? Ну, Он телефончик. мне Телефончик есть? Ну да. Ну, наберите список национальности перепись города Киев 1800-4 год. 1804 год? 806-4 год. Ну, 2 года была перепись. Киев же огромный был. 2 года ходили, подписи собирали. Ага. Ну, загуглите. Там украинцев нема. Давайте посмотрим. Давайте. Так, перепись населения. Город Киев. Киев. 806 год. 806 год. Так. Секундочку. Так. Э, Чё, непонятно. Сейчас посмотрим. Можете позже посмотреть. 1897 год. Там тоже нет украинцев. Ага. Ну, там же написано, да? Читайте в табличке. А, Так, Ну, население. Вот. Я прошу прощения. Гетьманщина.
называлось это, да, не запорожское, ну, запорожское казачество это называлось. Ну, подождите, вы не прыгайте. Вы нашли национальность украинец в переписи? Почему здесь гетманщина? Мне по барабану. Хоть слобожанщина там по барабану. Кстати, слобода это что такое? Сейчас. Чем отличается деревня от села, знаете? Деревня от села? Угу. Да, знаю. Чем же? В деревне есть церковь, в селе нет. Или наоборот. А слобожанщина? До сих пор путаю. Слобожанщина это название, ну, историческое региона, где Я проживали понял, я понял. слобожаны. Так что там по украинцам-то нашим родным? Украинцам, правильно. Да какая разница? Украя жили сюда. То Австро-Венгрии, то Польши, то Российской империи. Украя. Поэтому украинцы. Я так говорю. Ну, это вам... Ну, это вам вы какая считаете, разница? Так это- что там с нашими родными-то? С вашими это не факт, родными что это земляками? так, да. Да что-то я не вижу тут вообще такой информации, поэтому не знаю, там, где вы там это видели. Ну, вот я Ладно, нашел. откройте перепись города Киев, 1897 год, 140-я страница. Там будет табличка прям. 140-я прям страница, да. Мгм. Поразительно просто, какие познания. А скажите, почему у вас на купюре 2 гривны, у вас когда были бумажные 2 гривны, там был внизу такой свиточек, и было написано «Правда Руська», а не украинская. На 2 гривнах такого не написано. Вы уверены? Дайте Да, подумать. ладно, давайте вернемся к таблицам, а потом Да, к 2 уверен. гривнам. Да. Как вы еще рассказали, правда русская? Не-не, давайте перепись. Не, перепись сейчас, да. Ну, 2 гривны наберите, фото 2 гривны. Да я знаю, как 2 Посмотрите. гривны выглядят, спасибо. Там такой свиток, и наверху написано. Свиток, знаете, что такое? Руська, Да. правда, но никак не украинская. Да вы что, меня за дурака держите? 2 гривны. Нет, ну зачем мне вас держать? Я вижу. Как вы сказали, написано там? Ну, посмотрите. Ну, я понял, чтоб я нашел быстрее еще раз, что должно быть написано? Ну, Руська, правда, так и было написано. Потом вас их из оборота изъяли. Самогон разгон приветствую. Мамин Сибиряк приветствую. Я просто в ролик потом вставлю это все эти. Чтобы я не был голословным человечком. Скажете, обманули. Не вижу, вот открыл фотографию 2 гривен, не вижу здесь такого. Свиток, где князь стоит. И внизу в правом нижнем углу свиток. Какой свиток? На 2 гривнах. Вот, я открыл 2 гривны. Какой свиток? Открыл купюру 2 гривны. Вот. Ну, мне покажите, что вот. А как я вам покажу? Я понял. Фотография 2 гривны Украины. Найдется все. Алис, ты дебилка, Алис. Алиса, фотография 2 гривны Украины бумажные. Давайте поищем. Давай, моя сладкая. Ёбаный в рот. Я бы обосрался. Представляешь, как меня любит? Ну, вот смотри. Так, давай. Вот смотри. Храм. Кинжал воткнутый. Ну, меч. И под мечом написано на свитке «Руська, правда». Чуть не шепчешь. На 2 гривнах нету такого. Как это нету? Ну вот, у меня открыты 2 гривны, здесь нету такого. Вот это чья купюра? Так, это 2 гривны. Так. Видишь, вот свиток. Вот свиток. Блять, подожди. Переснул. Посмотри внимательно. Вот, смотри. Вот меч и вон свиток. На свитке прочитай, Так. что написано. Ага, сейчас. Этот парень пиздец какой тупой! Так. Правда, Руська?
Еще раз. 2 гривны. А что не украинская? Так, открываю. Ну, правда, Руська. А почему не украинская? Вы какое отношение к Руси-то имели, черт? А с чего вы взяли, что Русь и Россия это одно и то же? Давай. Это не одно. Забивай. Русь по-гречески. Причем тут Русь по-гречески? А потому что мы оттуда взяли византийский герб. Так подождите, при чем тут Россия современная не имеет отношения к Да Киевской Руси? ладно. Киевская Русь Русь, это- я тебе объясню. Насчет Киевской Руси. Киевская Русь это временной период времени, когда столица Руси находилась в Киеве. Можно говорить также о Новгородской Руси, о Ладожской Руси. Понимаешь? О Московской Руси. Но не было такого. Такого государства не было, как Киевская Русь. Так в смысле, какая московская? прямом. Москвы не было. Москвы не было. в тот И момент, что? когда Откуда была пришли Киевская Русь. княжить в Киевскую Русь? Откуда пришли князи? Ну явно не из Москвы. С Москвы Новгорода. не С было. Новгорода. Сначала с Ладоги, потом с Новгорода. Это были потомки Рюриковичей. Но не ваших гетманов. Ты историю вообще что ли прокурил, что ли, за забором? Или где? Я знаю историю, так а при чем тут Рюрикович? Кто крестил, блин, Все. Киевскую Русь? Да фиг его знает. Ну, Владимир Великий, по-моему. Владимир был кем? Сейчас прочитаю, скажу. Ну давай. Давай срочно приветствую. Владимир Великий. Угу. Так. Владимир Святославич. Он же Владимир Великий. Святославович, да. Святославович, да. А, князь Новгородский. Ну, Новгород чей был? Украинский? Великий князь Киевский, Ну. при котором произошло крещение Руси. Ну, так Киев был русским. Кто вам такое сказал? Ну, ты сам сказал, Украины не было до этого. Никакой Национальности Украины не было Так и Украины. России как таковой страны тоже не было. Блин, давай, перевод. России не было такой страны. Россия как страна образовалась... Да, сейчас ты мне расскажешь. Ага. Российской империи не было, царства русского не было. Почему-то царства украинского не было, а русское царство было. Господи, ну, чему тебя в школе учат? Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Киевская Русь была. Русь в переводе на греческий. Ответ есть на Светоруссии livejournal.com. Читаю. Слово «Россия» возникло в Византии и использовалось там как греческое обозначение Руси. Впервые слово было Слышал? употреблено в X веке византийским императором Константином Багрянародным. Через церковную греческую письменность и официальные документы греческое слово вошло в русский язык. Будешь спорить? Вот читаю. Да что вот читаю? Вот тебе все Россия. сказали. Русь, Россия. Не становись блогером, не позорься, тебе это не надо. Не надо, не надо. Да, я и не собирался становиться блогером. Не стоит, не позорь. Русское государство, вот написано. Ага. Это государство конца 15-го, начала 17-го. В X веку уже была Россия. Не было России. Ну, в 10-м. Русь. Ты ж слышал греческое? Русь и Россия это разные вещи. Ну какой вы тупой! Если Русь... А в чем разница-то, как скажи Россия мне? по-гречески, это не значит, что... А это в чем одно и то разница-то, же. скажи Вот мне? слово просто. А Украина где была в то время? В X веке где была Украина? Так и Украины не было, я же не спорю. Украины тоже на тот момент Русь не была? было, как... Что? Русь была? Ну да. Новгородская, Ладожская, потом Киевская, потом Псковская была Русь, знаешь? А Украины не было никакой. Так хорошо. Как хорошо, вот скажи допустим, мне да. одно, как вы из двух слов Киевская Русь, даже по буквам собрали Украина?
Вы какая Герда, блядь, вечность собираете, хер пойми, стекляшек из каких. Так хорошо, а к чему вообще все это? К чему мы сейчас все это обсуждаем? Что, о чем? Зачем? Что? Так я тебя спросил, блин. Ты живешь в русском городе, про Киев я тебе говорю. В каком к черту русском городе? Собирай чемодан. В каком к черту Давай, русском давай, давай, городе? давай. И до Польши, до Пану. А чё мне в Польшу? А куда тебе еще? А зачем мне туда? Нашу землю надо освобождать, что? Киев? Попользовались, хватит, да? Да, Почему Киев, говорят, вы- Киев мать городов русских? К сожалению, да. Что, к Но сожалению? Киев, может и мать Скажи городов, мне, но- в Киевско-Печорской лавре на каких языках написаны все фрески? На старославянском, но никак не на украинском. даже если и так. Там нет хорошо, этих буквок. И вот это с двумя точками, знаешь, Киев, как и Киев. писем, будет, который не стоит. Это Украина. Все. Уже нет. Все еще да и будет. Да. Это временно, поверь мне. Ты уже говоришь на русском языке. Ты рідну мову не знаєш. Я чудово розмовляю українською мовою. Якщо я захочу, я буду Ти уверен? розмовляти українською. Ты уверен? Я впевнений. Я в тебе цьому задаю 100%. 5 вопросов. Договорились? Задавайте, я відповідатиму на українську. Но учти, тебя за язык никто не тянул. Отлично. Как будет род по-украински? Род, мой род. Ну, отец, прадед, дед, род. Рід, Отлично. А родина? батьківщина, Хороший мальчик. А родинка у девушки? На щечке, там, на шейке. родинка. Да. Цікаво. А говоришь, дюжина. Родымка, я тебе подскажу. Ладно. А Як? родымка. Ну, вы одну букву меняете, это ваше слово получается. Родимка. Да. А, А может скажи мне, подожди. Как тебя, кстати, зовут-то? Андрюха. Блин, это не медиагноз. Хорошая шутка. Ладно, это такое. Скажи, пожалуйста, а у женщины роды она рожает? Роды как будет по-украински? Роди. Я думаю, що так і буде. Нет, Ні? нет. Ты А не я- знаешь одной язык? Пологи. А, пологи. Мгм. Да. А теперь скажи мне еще раз. А как будет по-украински новорожденный? Новонароджений. Нет. А як буде? Ты у меня спрашиваешь? Русскоговорящего? Ты ж украинец. Так я ж відповів. вам. Вот смотри, Ново- немовля. Я тебе задал в русском языке по орфографии. Немовля это не это не новорожденный. Гугли. Немовля это... Гугли. Как будет новорожденный по-украински? Читай. Новонародженный. Нет такого. Вот в Не ври. переводчике забил прям в гугле. Да не Вот ври. прям. Да не ври. Ну, забил вот только что в гугле. Ладно, я потом это сделаю вставку. А вот теперь скажи мне, вот смотри, как можно изучать у вас язык, если у вас, вот смотри, я тебе назвал в русском языке, это 5 однокоренных слов. Род, родина, родинка, роды, новорожденный. То есть слово можно разобрать, знаешь, корень, суффикс, У нас- окончание. У нас так само в українській можна це зробити. Скажи мне, если у тебя рид, батьковщина, значит, родинка должна быть батьковщинка? Логично. Не правда ли? Нет. Хорошо. Вы не знаете грамматики Хорошо, украинского, хорошо. поэтому Да, не ну знаю. какая грамматика, мы же в украинском языке. Что вижу, то читаю. Ответь Да, мне слушай. еще на 2 вопроса, мне ответишь? Не на 2, на 3. По твоей же ридной мове. Скажи мне, как будет бес по-украински? Ну, бес это не черт, не дядька, бес, знаешь? Одну букву. Біс. Молодец. А теперь скажи мне, только внимательно смотри, предложение будет из 3 слов. Так. Воет. Переводи.
Воет. Как еще раз? Воет. Знаешь, как собака на луну воет. Воет. Да. Хм. Воет. Ну, вые. Правильно? ж? Вы. Я Ну, вот собака подумал, что как делает на слово луну? Вые. Молодец. Вот теперь смотри только внимательно, родной. Воет. Без на чердаке. Воет бес на чердаке. Да. Ну что, с тобой же... Вые. Вые бис. Ну, Вые бис. Вие біс на горищі. молодчик. Молодчик. А еще раз повтори. Виє біс на горищі. Тебе ничего это не напоминает? Ладно, отлично. Отлично. Молодец. Возьми пирожок с полочки, понюхай, поклади на место. А скажи мне, как будет по-украински? Проволока, а как будет по-украински? Проволока. Ну, Та й, проволока. ну, дрот. Дрот. Нет? Ну, дрот. Проволока. Ну, нет, тогда правильно дріт. Пусть будет так. А, только опять внимательно смотри. Только внимательно. Так. Смотри, я проживаю за проволокой. Я проживаю что? За проволокой. Я проживаю за проволокой? Да. Ты там гуглишь, Я что ли? Или что проживаю делаешь? за дротом, за дротом, за дротом. Проживаю, как по-украински. Я же тебе сделал акцент. Проживаю. Житель как по-украински? Города. Житель. Ну, мешканец, нет? Ну, мешканець это обитатель Ну, вообще. еще раз. То же самое. Я Ну, проживаю за проволокой. Давай еще раз. я проживаю за дротом. Ну, просто мешкаю это не проживаю. Еще раз. Еще, повтори еще раз. Я проживаю за дротом. И как давно ты за дротом проживаешь? То- Ладно, а скажи мне, как будет по-украински вертолетчик? Вертольотчик, ну, в українському немає такого. Как? слова. Ну как? Ну вот. Вертолет есть? Ну да. А кто им управляет? Ну, вообще-то им управляет пилот. Ну, пилот управляет и самолетом. Да, но это... Ну, не, вертолетчик есть такое название. Ладно, хрен с ним с вертолетчиком. Что же тебе мучить-то? Пылесос как будет по-украински? Пылесос. Нет. А как? Блин, ты опять у меня спрашиваешь? Гугли. Не знаешь, гугли. Я тебе разрешаю. Кстати, прикольная чашка. Это кружка. Ну, кружка. Хочешь с тобой на эту тему поговорим? Чем отличается чашка от кружки? Ну, кружка должна быть, не знаю, большая, наверное. А ты видел чашки вот такие вот, двухлитровые? Ну, кружка, не знаю. Ну, давай Что-то подумаем. старое. Давай подумаем хорошо. Что-то старое. У тебя есть на кухне чашка и кружка? Можешь принести? Давай сравним. Чашка только есть. Херово. А ну-ка принеси, может это кружка? Куда ты?